Я могу сказать, что на протяжении последних лет идет постоянный рассказ о том, какие межгалактические перспективы открываются перед Крымом благодаря международным участникам этих форумов. В этом году ситуация повторилась. Совершенно непонятно, какие-то люди, приехавшие со всех концов света, но в первую очередь из таких стран высокоразвитых, как Сирия, как страны Африки, позволили сделать этот форум международным. Вот, как показывает практика, проекты, которые здесь анонсируются, как правило, не становятся реальностью. И это, наверное, такой основной итог всех этих форумов на протяжении последних 5 лет. Владимир, вот такой вопрос. Вот вы с чем связываете? Вот этот форум уже прошел 5-й раз. Это соответствует тем годам, которые вот после 2014 года. То есть каждый год российские власти в Крыму пытаются проводить вот этот форум. И основным, скажем, позывом, который они хотят продемонстрировать миру, является наличие там так называемой международной общественности. Для чего так важно России сегодня показывать, что в Крым едут представители других стран, и с чем это связано? Это проблема локальная, знаете, когда похвастаться особо нечем, поэтому приходится призывать эти все таборы кочевников, которые кочуют в поисках халявной еды и пожить у моря в пятизвездочном отеле, они приезжают на этот форум. Напомню, что этот форум в этом году финансировался за счет бюджета Крыма. Не было никаких коммерческих спонсоров. 100 миллионов рублей из дотационного регионального бюджета были выделены на проведение этого так называемого экономического форума. На мой взгляд, ситуация очень проста. Для того, чтобы каким-то образом показать и залокировать реальное печальное, на мой взгляд, положение с развитием экономики Крыма, проводятся вот такие вот сейшены для, в первую очередь, чиновников и приближенных к ним журналистов, но не для реального бизнеса, который просто-напросто уже на протяжении 3 лет все понял для себя и просто перестал ездить на это мероприятие. Владимир, вот вы сейчас отметили тоже то, что 100 миллионов рублей было потрачено, и эти средства были потрачены крымским бизнесом для проведения этого мероприятия. Неужели не было более целесообразных направлений потратить эти деньги и на самом деле сделать что-то полезное для Крыма? Ситомир, вы меня не очень правильно поняли, потому что я сказал, что деньги были потрачены из дотационного бюджета Крыма. Это деньги налогоплательщиков, а не бизнеса. То есть если раньше форум финансировался за счет того же самого РНКБ, либо Генбанка, которые просто по требованию Аксенова выделяли финансирование, то в этом году ситуация поменялась. Поменялась она по 2 причинам. То есть эти банки перестали финансировать, потому что находящийся в международном розыске международный мошенник Блоскин, который фактически управлял в интересах Аксенова Генбанком, был убран из Генбанка, в котором возникла дыра в 25 миллиардов рублей, которая потребовала дофинансирования капитала банка в прошлом году. РНКБ также отказался, потому что там фактически они не видели никакого притока реального бизнеса как клиентов для финансирования и, соответственно, просто перестали финансировать эти хотелки Сергея Валерьевича. Вот поэтому все-таки надо говорить правильно, то, что даже бизнес, который находится и работает в Крыму, сейчас фактически отказался от идеи финансирования этого бредового мероприятия. Владимир, также было отмечено, что, как вот сообщает Крыминформ, по словам Сергея Аксенова, на данном форуме было заключено в общем контрактов на сумму 215 миллиардов рублей. Адекватна ли эта цифра? И если да, то вообще что это за контракты? Известно ли? Ну, я не знаю, это, знаете, на мой взгляд, какие-то криптоинвесторы, не от слова криптовалюта, а от того, что они являются тайными, никто о них не знает, никто их не слышал. И, соответственно, никто этих проектов никогда не увидит. Напомню, что в 2016 году Аксенов вместе с так называемыми итальянскими инвесторами анонсировал выращивание 1000 голов буйволов в Крыму. И где прошло 3 года, буйволов в Крыму нет. Бизоны не пасутся на пастбищах, соответственно, буйволятины нет магазина. И такая же история будет в этом году.
Еще раз говорю, там бизнес не просто так перестал ездить на эти форумы и перестал его финансировать. Это связано именно с тем, что данное мероприятие просто лишено экономического смысла. Там невозможно получить какие-то инвестиционные проекты, там невозможно получить поддержку со стороны государства и региональных властей. Соответственно, ради чего тогда туда ехать? Только для того, чтобы просто попить вина массандровского и пожить в мрии. Вот и все. Поэтому здесь все очень просто. Если нет экономического смысла, то, соответственно, бизнес туда не едет. И никакие проекты, вот эти, о которых говорится, как я их называю, межгалактические, о которых в очередной раз заявляет Аксенов, они реализованы не будут. Владимир, и последний вопрос. Все-таки, получается, ограничения и санкции, которые налагают на тех, кто каким-то образом засвечивается на территории Крыма, они, получается, все-таки играют свою роль. И такой серьезный бизнес, можно констатировать тот факт, что вообще не присутствует и не пытается искать каких-то экономических интересов на территории Крыма. Правильно я понимаю? Ну, не совсем правильно, потому что надо говорить о экономике в целом. Дело в том, что для серьезного бизнеса, там, где есть серьезные инвестиционные возможности, существует масса точек приложения. Там, где не существует санкционного давления, в первую очередь. Это касается, в первую очередь, Российской Федерации, потому что, опять-таки, это высокомаржинальный бизнес без защиты инвестиций и с возможностью подпасть под новые санкции, которые вводят наши западные, так сказать, партнеры, отпугивает крупный бизнес. Что касается конкретно Крыма, то в Крыму, на мой взгляд, ситуация не отличается от российской фактически. И здесь проблема в том, что фактически некуда инвестировать. То есть экономика полуострова является тупиковой, как она была, кстати, на Украине. И, соответственно, все, что там можно делать, да, это выстраивать бетонные многоэтажки на побережье и в парках, чтобы быстро их продать северянам, потому что страна северная и теплого моря очень мало. Соответственно, это товар повышенного спроса. И базары. То есть там, где генерируются просто наличные деньги от населения, и эти денежные потоки просто можно рассовывать себе по карману. То, с чего начинал Аксенов на свою карьеру в 90-е годы. Вот, поэтому, на мой взгляд, здесь проблема носит не крымский, а общефедеральный характер. И, конечно, с этим надо бороться именно в таком режиме.